Проект Адама Галаева «Путь ремесленника» стал самым крупным на форуме «Торгим». Он получил порядка 400 тысяч рублей. Его работа включает 3 разных направления – образование, знакомство с Ингушетией и воспитание новых мастеров-ремесленников. Я побывал на огромном количестве различных мероприятий, форумов по всей России. И для меня это дало огромный багаж новых знаний, знакомств и, конечно же, идей. Мы сделаем так, чтобы этот проект был максимально полезен. Хоть форум «Торгим» закончился буквально на днях, но участники до сих пор под впечатлением. С каждым годом мероприятие все лучше, а площадка популярнее. Так, в 2022 было подано свыше 900 заявок на участие. Маке Яндиевой посчастливилось попасть не только на форум, считает девушка, но и защитить свой социальный проект. У меня был проект, в котором я буду обучать детей с малоимущих семей, детей с ОВЗ, с интерната нашего. Я буду обучать их пряничному искусству. Я очень переживала, но справилась. То есть не стоило столько переживаний, как я думала себе. Однако перед защитой проектов у ребят целый день проходила образовательная программа по самым разным направлениям. Патриотическая прокачка, ораторское искусство, телевизионная СМИ. Каждый участник выбирал программу, учитывая свой проект. В этом году Торгим впервые поменял свою локацию. Форум переместился на базу отдыха «Мужичи», а в заключительный день поехали в Джейрах, чтобы устроить гостям экскурсию. Во Всероссийском молодежном форуме «Торгим-2022» участвовало около 150 человек. В этом году впервые за 13 лет форума помимо образовательной программы добавили также грантовый конкурс. Из 54 человек, защищавших свои социальные проекты, денежную поддержку при содействии Росмолодежи получили 10 проектов. 9 из которых принадлежат жителям Ингушетии. Направления работ были разные, но выиграли те, чьи проекты оказались самыми актуальными и проработанными. Те, которые обращались заранее, за неделю, за 2 недели проходили образовательные курсы, они успели доработать свои проекты. У многих были проблемы с обоснованностью сметы, у многих были проблемы с обоснованностью проблемы, актуальностью, неподтвержденной статистически, либо документально. Символично, что итоги форума подводят именно сегодня, в День молодежи. По новому закону в эту категорию входят россияне от 14 до 35 лет, а таких в стране больше 39 миллионов человек. В этот день по всей России проходят концерты, спортивные состязания и различные культурные мероприятия. В течение года мы стараемся как можно больше проводить таких мероприятий, где молодежь будет находить себя, скажем так, находить себе занятия и быть участниками реализации молодежной политики Республики Ингушетия. От Комитета по делам молодежи мы искренне поздравляем всех представителей молодежи нашей республики. Желаем им неиссякаемой энергии, амбиций и всегда добиваться своей цели. Сейчас победители конкурса ждут зачисления грантов на счета, чтобы воплотить свои идеи уже наяву. Хава Газикова, Мухаммад Даскиев.